Сегодня мы готовим и пробуем кухню солнечного Азербайджана. Азербайджанская кухня, наполненная вкусными овощами, ароматными специями и сочным приправленным мясом, является одним из кулинарных шедевров Ближнего Востока. Широкое распространение в азербайджанской кухне получили шашлыки и блюда, приготовленные в тандыре. Отличительная особенность азербайджанской кухни – использование баранины для приготовления различных блюд. Распространение в Азербайджане также имеют кушанье из риса, который преимущественно используют для приготовления плова, насчитывающего до 50 видов. Сегодня мы в гостях у кафе «Файтон», которое находится в столице Удмуртии, городе Ижевске, и специализируется на приготовлении блюд азербайджанской кухни. Салам алейкум, дорогие друзья! И сегодня у нас азербайджанская кухня, а готовить мы будем вместе с Натальей, шеф-поваром кафе «Файтон». Наталья, что мы сегодня будем готовить? Мы будем готовить чебан гавурму. Это традиционный рецепт азербайджанской кухни, я правильно понимаю, да? Да. Что нам понадобится? Какие продукты для приготовления этого исконно азербайджанского блюда? Нам понадобится молодой барашек. Ух ты! Картофель, красный лук, белый лук, перец, острый перец, топленое масло, растительное масло и баклажаны. Замечательно. Вы знаете, я была как-то в Баку и, честно говоря, тоже посещала там различные рестораны. Основное, чем нас всегда угощали, это было мясо и овощи. И вот у нас сегодня на столе я вижу точно такой же набор. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем жарить мясо. Сначала мы разогреваем растительное масло и добавляем по азербайджанским традициям, исконно, как готовили это блюдо, добавляли топленое сливочное масло. Отлично. Да, такой прямо хороший кусочек. Мы не пожалели, чтобы у нас было все очень вкусно. Так, нарезаем мы покрупнее желательно мясо. Ну, вот такими примерно кусочками. Ну, меньше, конечно, чем на шашлык. Меньше, чем на шашлык. Ну, да, но все равно крупные кусочки крупные получаются кусочки, у нас. да. Картофель мы заранее обжарили, чтобы... У нас еще есть картофель, кстати, друзья. Туда добавляется картофель. Он сделан во фритюре, наверное, во фритюре, потому что у нас все-таки кафе, и нам хочется, чтобы блюда наши выглядели красиво. Ну, в принципе, можно просто пожарить картошку, так? Можно, на сковородке, да. Если вы будете дома этот рецепт повторять, то можно просто пожарить. Так, вот мы отправили уже наше мясо на сковородочку. Мясо молодое, оно жарится быстро. Пока оно жарится, мы нарежем лук. Пока обычный репчатый лук мы режем. Красный, видимо, пригодится нам для другого. На салатик, да. Полукольцами режем лук. Наталья, вот у вас такая красивая нашивка, написано «Национальная гильдия шеф-поваров». Что это означает? Это какой-то, судя по всему, очень солидный статус у вас. Ну, я представитель Международного кулинарного альянса по Удмуртии. Повара, которые хотят вступить, они могут обратиться ко мне, я даю рекомендацию, я проверяю, где повар работает, какой у него стаж, чем он занимался ранее. А вот это вступление и вот присутствие в этой гильдии что-то дает? Или это просто, ну, скажем так, почетно находиться в этой гильдии, и ты как член профессионального своего сообщества, Нет, да? конечно, дает, оно дает многое. Это у нас множество чатов. Мы общаемся по всей России. У нас в альянсе итальянцы, с Мадагаскара есть, с Франции. Очень много поваров. Летом я ездила в Москву, мы готовили, записали нас даже в книгу рекордов России, наши имена, кто участвовал из альянса. Мы готовили 4 тонны каши, 2,5 каши гурьевской. Потрясающе! В кастрюле 4 тонны. Кастрюлю привезли по заказу с Турции специально. Очень было интересно. Вот наше мяско уже прекрасненько тут жарится. Добавила немножко температурки, теперь можно. Крышечку я зря не взяла. Сколько мы примерно будем обжаривать это мясо? Ну, минут 20 будем. Минут 20. Нам понадобится баклажан. Давайте напомним нашим зрителям, вдруг они забыли, как называется это блюдо? Чебан гавурма. Жаркое пастуха в переводе на русский. А может быть, вы нам историю этого блюда расскажете? В 100 километрах от Баку есть, можно так сказать, пастушье село в горах.
Шамаха. Правильно так. И пастухи того села придумали вот это блюдо. Готовится это на открытом огне, правильно все. Это у нас уже Интерпретации, конечно, Да, потому что придумали. все-таки у нас сегодня, можно сказать, ресторанная подача будет. Нарезаем баклажаны. нарезаем баклажаны не очень крупно. Ну, вот такими кусочками мы нарезаем. Вот такими кусочками. Собственно говоря, каждый кружочек мы на 4 сегмента просто разрезали. Вот и весь секрет. Но Ну, азербайджанская кухня, в ней очень много трав. Она основана на этом. Травы, мясо, овощи и много различных специй. Нарезаем перчик тоже так, не крупно. перчика поменьше, я смотрю, мы кладем. Поменьше кладем. И вот так вот мы, помешивая немножечко, все это как бы так Обжариваем. обжариваем. Добавлю я еще немножко масла оливкового. Так, а тут у нас уже в ход пошли томаты, Помидорки. помидорки. Тоже так же. Примерно Ну, одинаковая небольшие нарезка у кусочки, нас. Половинка сочного такого бакинского розового томата у нас отправилась в нашу сковородку. Теперь мы солим Достигает нас. все это. Добавляем перец. И, внимание, Базилик. сушеный базилик. Сушеный базилик. Он дает аромат для блюда. И хмели-сунели. Ах, малисунели так хорошо. Может быть, чайная ложечка. Очень приятно, очень вкусно пахнет. Баранина тушится. Я так понимаю, что мы будем крышкой ее закрывать, да? Да, сейчас добавим картошечку, травку и закроем крышкой ненадолго. Ресторан все-таки кафе «Фаэтон». В основном представлена азербайджанская кухня. Что чаще всего заказывают гости, когда приходят к вам? Чаще всего, конечно, шашлык. У нас очень большой ассортимент шашлыка. И рыба на мангале, овощи на мангале у нас даже есть. Картофельный люля. Долму любят люди. Дюшбару любят. Это те же пельмени, только мелкие. Вот в бульоне. Да. Это потрясающе, потому что, честно говоря, я пробовала дюшбару. Там же просто такие пельмешки, они с ноготочек дамские. с ноготочек. Они очень маленькие, очень, кстати, необычное блюдо и очень вкусное. А вообще в азербайджанской кухне используется выпечка какая-то с тестом? Вот азербайджанцы как, дружат или нет? Конечно, кутабы, хачапури, хинкали. Все это у нас делают наши повара. Все это очень вкусно делается. Теперь нам уже пора добавлять картошечку. Мы ее заранее обжарили. Мы положили картошечку туда. Ну, то есть, если мы, например, готовим, Наталья, в домашних условиях, мы можем тоже заранее приготовить картофель, да? Лучше заранее. Чтобы наша картошка не развалилась, пока Да, готовится чтоб не мясо. И был, развалилась. как говорится, товарный вид у нашего блюда. Последнее наше действие. Добавляем травы. Добавляем обязательно кинзу. Кинза, куда без нее, если речь Да. идет о восточной кухне. И базилик. И базилик. Вот такой прекрасный базилик в горшочках у нас. И я уже даже сейчас предвкушаю, какой взрыв ароматов нас ожидает. Ну, здесь, я так понимаю, положить сюда картофель, это просто его прогреть, да? То есть смысл в этом, да? Чтобы он взял вкус баранины. И пропитался вот этим пропитался соками. Все, в общем, должно подружиться, как говорится, в нашей сковородке. Выглядит это, честно говоря, Готово. просто потрясающе. Можно подавать. Подаем мы гостям в сковородке. Мы их заранее прогреваем, чтобы это все шипело, шкварчало, пока гость кушал горячее блюдо. Пока наше мясо чуть-чуть доходит под крышкой, мы приготовим салат. Салат. Чебан-салат. Что нам понадобится для приготовления салата? Нам понадобятся помидоры, огурцы, Пока классика. красный лук. Все очень просто. Острый перец, оливковое масло, соус песто, зеленое масло можно так назвать, и наршарап. Вот в этом весь секрет. И много-много трав. Ух ты, ну тогда начнем. Принцип салата: обязательно нужно чистить огурец, чтобы была только мякоть. Кстати, я вот, например, тоже всегда чищу огурцы. Мне кажется, как-то вот без корочки получается, Сочней. да. Вот на порцию или на 2 порции мы сейчас будем готовить, да, салат? Даже на 4. Даже на 4 порции. То есть у нас 2 огурца пойдет на 4 порции, я так понимаю. Там же будет у нас много зелени. Огурцы режем на 4 части. И затем
мелко-мелко вот так вот нарезаем. Чабан-салат режется мелко. Ой, как вкусно пахнет свежим огурчиком уже у нас тут. Так, мы уже нарезаем сейчас Помидорчик также. помидорчик. Тоже достаточно так мелко. Красный лук. Красный лук пошел Красный в дело. лук я люблю полукольцами, чтобы его было видно, чтобы вкус был. Смотрится весьма аппетитно. Так, лук мы нарезали. Лук нарезали, теперь зелень. Шпинатик мы нарвем руками. Сколько мне Шпината листочков много не доверят? бывает. Примерно так вот мы нарвали. Очень хорошо. Так, Добавляем базилик. Добавляем кинзу. зелень у нас так небрежно прямо лежит, да? Она должна быть такой. Салат у нас все-таки пастуший, мы об этом не забываем. Так, теперь немножко поливаем оливковым маслом. Солим. Чуть-чуть перца. Зелененькое маслечко. Вот это зеленое Вот масло. это зеленое масло, оно очень... Соус песто. Ну, Да? соус песто с орехами это без орехов. Это просто зелень также пробита. И нар-шарап. То есть, скорее всего, там пробит базилик, да? Тоже который базилик. используется. А что такое нашарак? Нашарак. Нар-шарап это соус гранатовый. Вот. Гранатовый сладкий соус. В этом весь Придает секрет. пикантность, да. Так, А острый перец это на любителя, поэтому мы будем при подаче его им оформлять блюдо. Кстати, у нас здесь на столе еще остались зерна граната. И зернами граната мы будем оформлять. Это нам все салат. понадобится для салата. салата, для оформления, да. для вишенки. Для на торт. фишечки. Да, вот так. А вот, собственно говоря, у нас уже и все готово. Вот на такой замечательной сковородочке раскаленной мы подаем мясо. Очень красивые тарелки, кстати, для подачи выбрала Наталья. Ну что, попробуем, да? Прекрасный салат свежий. И, кстати говоря, вот этот соус на шарап, он действительно делает погоду. Получается очень, так, знаете, пикантно. В то же время, конечно, это вот букет свежих овощей, спелых, хороших. Прекрасно. Теперь я, наверное, попробую мяско, да? Вкусное, сочное мясо. Очень вкусно. Теперь картошечка. Действительно пропиталась она прекрасно вот этим соусом от баранины. Очень вкусно. Прекрасное мы сегодня блюдо азербайджанской кухни приготовили. Я благодарю Наталью, шеф-повара кафе «Фаэтон», которая сегодня нам показала все тонкости этих классных рецептов. И, конечно, Наталья, в память о нашей встрече традиционно дарю вам нашу фирменную кружку, чтобы она вам Спасибо. напоминала о том, что вот мы здесь сегодня готовили такие прекрасные блюда азербайджанской кухни. А мы всегда ждем гостей к нам в кафе «Фаэтон». У нас всегда все вкусно и красиво. Благодарим коллектив кафе «Фаэтон» за помощь в организации в проведении съемок. Если вы хотите попробовать настоящую и очень вкусную кухню Азербайджана, добро пожаловать именно в это место. Уверены, что блюда, приготовленные здешними поварами, точно не оставят вас равнодушными. А мы продолжаем свое большое кулинарное путешествие по просторам Удмуртии. С нами, как всегда, интересно, весело и по-настоящему вкусно. До скорых встреч, дорогие друзья!